Монашество — это тот дар Божий, пользуясь которым человек может вот взойти на эту христоподобную, богообразную высоту, голгофскую, и приобщиться тому совершенству, которому призван каждый из нас. Отцы ее воспринимали, конечно, как здравницу, лечебницу, по современному языку больницу, куда приходят люди не только несовершенные, но и страждущие, и больные, чая исцеления. И начинается наше покаяние, которому призван всякий христианин, с отрицательного акта. Это нельзя, то не положено, туда не ходи, этого не говори, это не ешь. И с точки зрения людей не церковных, неверующих, монахи есть самые бедные и несчастные люди. Но не так это на самом деле. Как говорили отцы, что если бы мир знал то блаженство, которым утешает Господь избранных своих, монашествующих, то весь мир отвергся бы от всего яжемирия и последовал бы этому блаженному призванию. Яко сократишься славогоющих неправедная, на утренний получався втя, яко белоси помощник мой, и в крови крылу Твое возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же пряд десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты из мира — это всегда божественный зов в человеке. У него он начинает задаваться вопросом. То есть ему не хватает того, что ему дает действительность, и он ищет что-то большего. И тогда Господь ему или дает человека, или книгу, где он может прочитать о православии. Когда он узнает о православии, что в соединении с Богом или о приближении к Богу, то так или иначе он понимает, что удобнее всего сделать это в монастыре. И ими же весь судьбами, как говорится, то есть своими ведомыми судьбами только единому Богу, Бог его в монастырь приводит. А здесь он уже начинается его очищение, то есть познание себя, своих собственных страстей. Считается, конечно, что первым монахом была Божья Матерь, которая заключила в себе всю глубину этого подвига, к которой стремится всякий монах. Другие говорят, что Предтеча был тем уединенником, молитвенником и постником,
Историки говорят, что начало такого жительства в церкви по Вознесении Христовом положил апостол Марк, который был послан по жребию в Александрию, в Египет. И там появились первые христианские общины, в которых, как описывается в Деяниях апостольских, никто не имел ничего своего, все жили в этом таком нестяжательном Духе Христовом. Но официально начало самого института монашеского, как учреждения свыше, мы все же считаем, что это было в житии преподобного Пахомия Великого. И во всяком храме Афонском иконографически символизируется, когда заходишь, с левой и справа от входа в храм изображается слева преподобный Пахомий, который находится еще в мирской одежде, а справа предстоит ангел Божий, который надет в схиму, в монашескую одежду, и он указывает перстом своим на куколь, который надет на его голове, и держит в другой руке свиток, на котором написано «О сем образе удобно спасешися». То есть, шествуя этим путем, этим жительством, проходя свой подвиг по этому образу, ты сможешь удобно настигнуть то совершенство и то спасение, к которому призван человек.